Нефтеносные земли составляют четверть территории Татарстана. Сейчас в республике разведано более 200 месторождений, из которых по расчету можно извлечь около миллиарда тонн нефти. За весь минувший год в Татарстане добыли 33 миллиона тонн нефти. Это меньше, чем в 2019-м. Добычу пришлось временно снизить из-за решений ОПЕК+. Накануне Мировой нефтяной альянс не смог договориться о наращивании объемов. Как работать в таких условиях стало одной из тем нефтяного саммита Татарстана. Миллион у вас добыча, да, у нас на территории? Стабильный миллион, да, на территории Татарстана. Как отметил Рустам Минниханов, для устойчивого развития нужно внедрять новые технологии. Благодаря им Татарстан смог освоить добычу трудноизвлекаемой битумной нефти. Поехали в Канаду, изучали их опыт. Потом они нам никаких этих своих лицензий не продали. Пришлось, если я не ошибаюсь, наверное, порядка 300, по-моему, наших патентов, которые позволяют нам сегодня на отечественном оборудовании добывать битумную нефть. Но самое главное, структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающее. Практически в ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. Нефтяной сектор имеет большое значение для бюджета и создания рабочих мест. Каждая малая нефтяная компания больше даже крупного завода. Поэтому к нефти, нефтехимии, нефтепереработке у нас особое отношение, подчеркнул Рустам Минниханов. Сейчас добычей нефти в Татарстане занимаются 3 десятка компаний. В прошлом году во все уровни бюджета они перечислили более 70 миллиардов рублей. Гендиректор Татнефти в будущее смотрит с оптимизмом. Сейчас вот временное затишье, связанное с ОПЕКовскими ограничениями. Вы многие знаете и читали об этом. Думаю, это пройдет, и мы дальше уверенно будем обеспечивать все мировое сообщество в своем объеме устойчивой энергетикой. На саммите обсудили еще один мировой тренд – сокращение выбросов парниковых газов. Россия уже разработала свою стратегию. Особенно сокращение ждут от компаний нефтегазового сектора. В ряде стран уже ввели так называемый углеродный налог, то есть взнос на выбросы парниковых газов. В России таких планов пока нет. Мы будем думать, как модифицировать налоговую систему. А в данный момент мы пока пытаемся ее адаптировать к тем мировым вызовам, которые есть, там трансграничное углеродное регулирование, там, система торговли квотами, которая вводится в Европе для импортеров, подстраивая наши налоговые правила таким образом, чтобы те мероприятия, которые идут в Российской Федерации, направленные на экологическую, связанные с экологической повесткой, могли засчитываться против тех налоговых обязательств, которые могут возникнуть у российских экспортеров в Европе. Сегодня мы все видим рост возобновляемой энергетики. Сейчас мы находимся в начале цикла водородной энергетики, и это тоже будет очень большое изменение. У нас нет выбора, мы должны будем создать стимулы для наших компаний, чтобы для них было экономически эффективно внедрять эти технологии, адаптироваться к этому. Обсудить развитие экономики и экологические проблемы приехали молодые специалисты из разных городов страны. В Альметьевске открылся международный нефтегазохимический форум. Считаю, что нужно больше вкладывать в развитие технологий, чтобы увеличить нашу нефтедобычу, потому что очень много запасов остается в пластах. Мне кажется, надо передвигаться с новыми технологиями, например, там искусственный интеллект в нефтегазовом деле. Там робот, наверное, например. Например, в области альтернативной энергетики мы хотели предложить геотермальную тепловую энергию с использованием законсервированных, уже отработавших в свое время нефтяных скважин. То есть они тоже пробурены очень глубоко под землей, где тепло, и это тепло можно достать. С участниками форума пообщался Рустам Минниханов. Президента спросили, как он мотивирует свою команду. Сначала ругать, а потом похвалить. Мы всегда опираемся на тех людей, которые есть у нас. Каждый год у нас тоже есть кадровый резерв. Слет молодежи будет идти неделю. Авторы лучших предложений смогут пройти стажировку в крупнейших топливных компаниях страны. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Альметьевск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.